Насколько люди могут быть тупыми? Какие виды мошеннических схем существуют в Республике Казахстан? Почему женщина – это корень всех проблем? На все эти вопросы ответит великолепный и свежий сериал от НТК «Мошенники». Всем привет, на микрофоне ваш покорный слуга Мэтью, а текст обзора писал Бекжан. Спасибо тебе, Мэтью, или как там тебя зовут. Всем здорово, с вами канал Бекжанай и обзор на сериал «Мошенники». Все, что мы делаем? Грех. Сериал «Мошенники» вышел на экраны телевизоров 3 октября этого года на канале НТК. Состоит из 12 серий, которые идут по 25 или 45 минут. Учитывая выход фильма «Оян Казах» на кинотеатры, вся информационное поле крутилось вокруг него, а мошенники остались в тени. Кинотеатрларда Міржақып Оян Қазақ фильміне аншлаг. Тарихи туындыға көрермен тарапынан сұраныс жоғары. Сериал повествует об опытном мошеннике под именем Дамир, который делает все возможные виды и схемы мошенничества и скрывается от закона. Сюжет сериала в принципе прост. У нас есть главный герой Дамир, который в первой же серии ломает 4-ю стену и говорит, что люди тупые и обмануть их не составляет труда. Короче, дает нам повод сказать известный афоризм «без лоха и жизнь плоха». А потом и сам показывает первую же схему мошенничества с продажей машин и квартир. Мой план таков. Сначала я скупил пару машин по завышенной цене и заплатил за них настоящие деньги. Другие люди увидели это, заинтересовались, ведь они тоже хотят заработать. Тут пошло сарафанное радио. Люди начали просто так отдавать мне свои машины, которые я продаю по заниженной цене. Моя выгода в количестве. Я соберу много машин и начну распродавать их, но больше выплат не будет и просто пропаду со всеми деньгами. Это называется имущественная пирамида. И из-за всего одной схемы рушатся жизни огромных количеств людей. Сериал, в отличие от других подобных отечественных сериалов, знакомит нас с актуальными видами мошенничества на нашей родине и подробно рассказывает и показывает схемы и последствия. Я должен дать сериалу должное, она заставляет задуматься о том, что каждый из нас может попасть в такое же положение и стать жертвой очередного мошенника. И в принципе дает нам ценный урок, как не попадаться на эти ловушки и быть осведомленным обо всем этом. По мне, так сериал в 1000 раз более информативный, чем эти бесконечные 20-секундные видосы от государства, которые говорят о мошенниках. У меня сестра в аварию попала. Срочные деньги нужны. Могу по почте отправить. Вы мне задаток скиньте? О создателях сериала и об актерской игре. Режиссером «Мошенников», к моему удивлению, является Олжас Нурбай, который сам тут играет Махсата, одного из главных героев. Где трость? Он испарился. А сценарий писал Рустем Умаров и Ильхан Искакбаев. Рустем Умаров также играет главного героя Дамира. Ужас и Рустем, честно говоря, играли просто великолепно. Каждый диалог было интересно слушать, да и между актерами было видно большая химия и огромное понимание. Рустем, я думаю, многие знают по сериалам «Патруль» и «Саке». Я думал, что он будет играть так же, как и в тех сериалах. Но нет, он отыграл как будто настоящий мошенник и трикстер. Сценарий тоже прописан достойно, персонажи раскрываются хорошо, но стоит признать то, что минусы сериала, будет много спойлеров, продолжайте просмотр на свой страх и риск. Вы же не думали, что я похвалю сериал и на этом все. К сериалу есть вопросы. Например, самая большая спорная серия для меня – это 8-я. Во-первых, героиня сериала и одна из мошенников, которая должна себя не выдавать, попадается на уловку какого-то левого чела, который угрожает ей, что сдаст ее полиции, если та не пойдет с ним. Потом рассказывает то, что он тоже был мошенником со стажем, и знает все приколы, и знает тех чуваков, которые полицейские. И показывает их снимки. Я не буду ставить минусы то, что опытная мошенница повелась на слова какого-то хера с горы, который говорит, что он тоже мошенник, как и она. У меня претензии к самим снимкам полицейских. Почему просто не купить полицейскую форму или даже одолжить эту форму с театра и не снять их на камеру? Даже обычный чел поймет, что это ужасный фотошоп. Я когда это увидел, поставил серию на паузу и смеялся несколько минут. И уже продолжил смотреть эту серию, но не очень-то серьезно. Следующий минус этой серии – это раскрывание персонажей. Если в других сериалах персонажи понемногу раскрывают по поступкам, по словам и по стилю, то сериал такой. На тебе в лицо целые полчаса разговоров про то, что какие у этих персонажей были сложные жизненные ситуации. Мол, не от хорошей жизни мы это делаем. У меня не было ни одного персонажа, кроме Дамира и Макса,
которым у меня было какое-то сопереживание. Я под конец сериала, по логике, где должен был сопереживать этим персонажам, я просто хотел, чтобы Дамир выбрался из этой ситуации без проблем. Настолько это на меня не сработало. Еще один минус сериала, который я считаю чисто свойственным мне и некоторым киноманам, сериаломанам, то, что сериал предсказуем и сюжетные твисты не дают тебе чувства вау. Я не ожидал это. Концовка с аэропортом была просто дежавю. Было чувство, что я где-то это видел, но не знаю где. Если вы смотрели в своей жизни огромное количество картин и сериалов, то вы уже понимаете, каким путем сериал будет идти и делать сюжетные повороты. Есть еще одна вещь, которую я не назову минусом, а скорее удивительным замечанием, то что в фильме идет вот это понятие «во всем виновата женщина». Эх, бабы, бабы. Все беды от них. Сколько мужиков из-за них попропадало. На дуэлях перестрелялась. Пилось сколько. Ну сами подумайте, жена из одного героев теряет 7 лимонов, потому что говорит код мошенника. 7, 7, 4. Сейчас, подождите. Так, 7, 7, 3, 4. И одна из членов мошеннической группы, Диана, делает то, что она делает в конце сериала. Я не буду рушить ваши ожидания и говорить, что она делала, но вы сами поймете, я думаю. Вайб сериала. Не знал, как это назвать, но назову это вайбом. Если что, я говорю тут про сериалы или фильмы с похожим настроением, которые исходят от обозреваемого творения. Первый сериал, который пришел на ум после просмотра этого сериала, это «Во все тяжкие». Подумайте, главный герой, который является антигероем, является великолепным преступником, имеет рядом с собой молодого сообщника, который является наркоманом. Сообщник влюбляется в какую-то девушку и в итоге умирает от передозировки. Еще от силы можно добавить в эту категорию тот фильм с Ди Каприо «Поймай меня, если сможешь», где он искусным образом уходил от закона и представлялся разными именами и личностями. Прямо как Дамир, который врал, что имеет огромные связи в правительстве и дружит с министром. При всех минусах, которые сериал все же имеет, она является уникальным для нашего отечественного омывателя. Является одновременно интересным, познавательным, крутым, даже порой заставляет задуматься о вещах, которые мы не часто задумываемся. Например, о доверии, о наивности и о том, что бесплатные сыты бывают только в мышеловке. Мне сериал понравился и смотрел я ее на одном дыхании. На Кинопоиске сериалу дали оценку 8.1, с чем я согласен, заслуженно. Рекомендую к просмотру и спасибо НТК за то, что это дело залили на YouTube. Ссылку на сериал я оставлю в описании. Подписывайтесь на мой канал и на наш инстаграм-паблик Кинокат, где мы будем публиковать новости об отечественных фильмах и сериалах. Всем до скорой встречи!